У меня для вас две новости. Одна хорошая, а вторая плохая. Какую вы выбираете? Я думаю, по классике жанра стоит начать с хорошей. Ладно, начнем. Флешмоб хэштег #айтматов4ever будет жить. В 3,5 раза я получил больше видео от вас по флешмобу хэштег #айтматов4ever, а также число просмотров под последним моим флешмобом возросло в 5 раз. И сотни комментариев к видео. Если что, кто не видел прошлый флешмоб, вот он, ссылка в описании. Это было видео «Кыргызы, что с вами?». Спасибо вам за это. А теперь я расскажу не очень хорошую новость. Вот как вы думаете, друзья, сколько видео вы решили записать? 200? Нет. 150? Нет. 100? Тоже нет. 50? 40? 25? 20? Нет. 10? Нет. 7! 7 видео. Да-да, сегодня героями Кыргызстана стали 7 человек. Эти 7 поклонников великого писателя сегодня будут в моем видео. Как я и обещал, все, кто выполнит условия моего флешмоба хэштег #айтматов4ever, попадут ко мне в видео. Так и произойдет. Ну что ж, встречайте новых героев Кыргызстана. Бывают такие родники в горах. Проляжет новая дорога. Тропа к ним забывается. Все реже заворачивают туда путники, чтобы напиться воды. И родники понемногу зарастают мятой, да ежевикой. А потом и не заметишь их со стороны. И редко кто вспомнит о таком роднике. Да свернет к нему с большака. Как в жаркий день, чтобы утолить жажду. Придет человек. Разыщет то заглохшее место. Раздвинет заросли и Тихо ахнет. Давно никем не замутненная прохладная вода. необыкновенной чистоты поразит его своим спокойствием и глубиной своей. И увидит он в том роднике И себя. И солнце. И небо. И горы. И подумает тот человек, что грех не знать такие места. надо товарищам рассказать об этом. Подумает так и забудет до следующего раза. Вот так иной раз и в жизни бывает. Вот так иной раз и в жизни бывает. Вот вы знаете, эти слова Чингиза Тарикуловича Айтматова напоминают мне историю о нем самом. Бесконечный источник мудрости постепенно забивается и зарастает. И ведь десятки комментариев под моим прошлым флешмобом подтвердили чистоту и красоту источника творчества Чингиза Айтматова. И лишь десятки человек решились доказать свою готовность делиться своими чувствами. Хотя писало очень много людей то, что скинут видео. Неужели все-таки классик забывается? Может быть, несколько интересных фактов из жизни великого писателя оживят ваш интерес к нему, то есть к Чингизу Айтматову. А знали вы, что Чингиз Айтматов дружил с французским писателем Луи Араганом, который опубликовал повесть Джамилю колумбийским писателем Габриэлем Гарсия Маркесом и советским и российским поэтом Расулом Гамзатовым, который посвятил ему стихотворение? А вы знали, что еще в 1986 году Айтматов выпустил роман «Плаха»? Это был последний роман, выпущенный в СССР. За время жизни в Германии выпустил целый ряд сборников повестей и романов. Я, если честно, не знал, то что он бывал в Германии. Вот это для меня было просто открытием. Друзья, вот эта новость вас реально может шокировать. Лидер немецкой рок-группы «Рамштайн» Тиль Линдерман признался, что его любимый писатель Чингиз Айтматов, а любимое произведение «Ранние журавли». Вот что он говорит. «Мне очень понравились книги Чингиза Айтматова, его работы сильно отличались от этой официозной советской литературы, которую тогда переводили и издавали у нас. Он был вне идеологии. Повесть «Ранние журавли» – мое любимое его произведение. Писатель описывал жизнь простых людей, те же колхозы, но как мастерски он это делал, без домоганий и штампов. Так что Чингиз Айтматов мой любимый советский писатель», — сказал Линдерман. В общем, вот такой вот был Чингиз Айтматов. Друзья, ну а сегодня я вам предлагаю новый отрывок Чингиза Айтматова, прочитав который вы сможете попасть в мое видео. То есть я запускаю еще один флешмоб, который все так же называется хэштег #айтматов4ever. А строки наши сегодня будут такими. Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке – ничто, но человек мыслит, и тем самым восходит к величию моря и неба, и тем утверждая себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерим глубине и высоте миров. И потому, пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше, а следующий еще дальше, и так без конца.
Как вы заметили, я переместился на 1000 километров ради того, чтобы прочитать строки Чингиза Айтматова. Ладно, не только ради этого, а еще чтобы отдохнуть на море. Друзья, но условия участия в флешмобе очень простые, они как обычно будут в описании, и также я их прямо сейчас вам озвучу. Самое важное, вам нужно зачитать именно эти строки, которые были в этом видео. Никакие другие, потому что если вы прочитаете другие строки Чингиза Айтматова, то вы не сможете попасть в мои видео. Еще очень важный факт, то что нужно снимать именно себя. То есть вы берете телефон или какое-нибудь записывающее устройство, ставите его вот так и просто начинаете съемку. Снимаете и все. Чтобы было видно именно вас. Не нужно записывать экран компьютера и все тому подобное. Также убедительная просьба к вам. Пожалуйста, не ставьте свою музыку, а также не добавляйте никаких эффектов, прочего. Другого видеоряда, просто свое лицо или просто себя, там где вы читаете с бумажки или с телефона эти строки. Вот так все просто. Друзья, ну а чтобы я их получил, вам всего лишь нужно выставить видео в YouTube под хэштегом Айтматов Forever и хэштегом Санек, а также свое видео вы можете мне прислать в мой инстаграм. Вот он, нижнее подчеркивание, Санек. Просто берете, пересылаете видео, или же вылаживаете на свою страничку, отмечаете меня, ставите хэштег Айтматов Forever, и вот так все легко. Еще, друзья, если у вас возникнут какие-либо вопросы по правилам флешмоба, или вы не понимаете, как его выполнить, как поставить хэштег, как его выставить, то просто напишите мне в мой инстаграм, вот он здесь, и я отвечу на любые ваши вопросы. Будь то Саша, как мне выставить видео, или же Саша, как читается это слово и произносится правильно. Да, я думаю, что я тоже смогу на это ответить. В общем, друзья, я в вас верю, подписывайтесь на канал, поддерживайте это видео лайком, ведь инспектор ютуба не дремлет. Он может прямо сейчас прийти и заблокировать наши видео, если же вы не будете ставить лайки. Но если будете ставить лайки и участвовать в флешмобе, то все будет шикарно. Друзья, вместе вы сила, я в вас верю. Пока.